В 2010 году в музыкальной жизни Хакасии произошло знаменательное событие, потому что к нам приехал известный композитор, председатель Союза композиторов России Владислав Игоревич Козденин. Мэтр, известнейший композитор, приехал открывать филиал Союза композиторов России. Я помню, какая была тогда бурная полемика, диалог с нашими композиторами. И вот он напомнил нашим композиторам, что в последнее время слишком упростилось понимание композиторской профессии, и сегодня многие, все, кому не лень, едва написав мелодию, считают уже себя композиторами. И он напомнил, что даже профессора Московской консерватории, будучи известными музыкантами, не гнушается садиться на первый курс консерватории и заново проходить курс композиции. Кажется, тогда многие из наших самодеятельных композиторов, тех, кто особенно хорошо известен в Хакасии, восприняли это весьма болезненно. Но время показывает правоту выдающегося мэтра, потому что нам нужны не просто талантливые, но нам нужны настоящие профессионалы своего дела. Это хорошо понимала и Оксана Герасимовна тогда. И она не сразу вступила в Союз композиторов России, как это сделали некоторые другие. Она целых 2 года специально готовилась и интенсивно сочиняла музыку. И вошла лишь 2 года спустя, в 2012 году, уже с полным внутренним ощущением обоснованности своего решения. Вот сейчас мы будем слушать с вами пьесу, в которую вошли уже пьесы, инструментальные пьесы композиторов Хакасии. И тоже показатель того, что наши композиторы овладели инструментальными жанрами. Пьеса и этот сборник созданы по заказу Союза композиторов России. А пьесу, которую мы будем с вами слушать, называется «За стеклом». Это замечательный подарок педагогов первой детской музыкальной школы. Я с удовольствием приглашаю на сцену солистов Татьяну Павловскую, партия фортепиано Тамара Соколова. Итак, «За стеклом».